В минувшие выходные состоялся второй чемпионат Чувашской республики по смешанному боевому единоборству ММА. По сравнению с прошлым годом количество спортсменов увеличилось в 2 раза. В этот раз на ринг вышли более 30 лучших бойцов из 9 клубов города Чебоксары, Новочебоксарск и районов Чувашии. Стоит отметить, что на этом чемпионате выступали только те спортсмены, которые носят звание кандидат в мастера спорта по любым единоборствам, включающих в себя борцовскую или ударную технику. Выступление спортсменов высокого уровня на данном чемпионате является хорошим примером для начинающих бойцов. Наша основная цель – это привлечь как можно больше занимающихся ребят, особенно начиная с юниоров, именно в залы. Потому что спортсмен, занимающийся именно смешанными единоборствами, наиболее подготовлен, так скажем, к суровым условиям жизни и к суровым условиям боя. Так как он должен владеть практически абсолютно всем. Как в боксе руками, ногами, ударной техникой всей разновидности, также борцовской техникой. Поэтому именно наши спортсмены являются наиболее универсальными. Каждому участнику предстояло побороть своего соперника за 2 раунда, каждый из которых длился по 3 минуты. Победители определялись по 6 весовым категориям. ММА, смешанное боевое единоборство, является универсальным видом спорта, так как представляет собой множество техник, школ и направлений единоборств. Для Михаила Тукмакова, воспитанника тренера Андрея Жилкина, это уже 5-й турнир по смешанному боевому единоборству. Он является кандидатом в мастера спорта по армейскому рукопашному бою и панкратиону. Опыт выступления в этих видах спорта помог ему в борьбе по ММА. У них просто вид боев очень похож почти. С какими-то, может, запрещенные приемы вот в армейском рукопашном есть, а в ММА они допускаются и в панкратионе. Андрей Жилкин мне дал все, он поднял меня, можно сказать. Я пришел, почти ничего не мог делать. И через месяц он меня уже начал выставлять на бои. Вот. Я уже начал занимать Чувашию, это в панкратионе, в армейском рукопашном бое. Другой подопечный Андрея Жилкина Александр Никитин начинал свою карьеру с рукопашного боя и панкратиона. Сейчас он активно выступает на соревнованиях по смешанному боевому единоборству. И как член федерации он строит дальнейшие планы развития этого вида спорта в Чувашии. Мы хотим развить именно союз боевых единоборств ММА от Федора в нашей республике, чтобы к нам приходили детки, занимались в большом количестве, чтобы для развития именно здорового образа жизни, как говорится, в здоровом теле здоровый дух, чтобы занимались, радовались и смогли, в принципе, постоять за себя. Стоит отметить, что по итогам этого чемпионата лучшие спортсмены будут защищать честь нашей республики на чемпионате Приволжского федерального округа, где почетным гостем будет легендарный Федор Емельяненко. Итак, по итогам соревнований первое командное место досталось клубу смешанного боевого единоборства «Орел» города Чебоксары. Второе место занял клуб «Ахиллес» и третье – спортивный клуб «Сокол». Нельзя не отметить, что соревнования не смогли бы состояться без поддержки людей, неравнодушных к здоровью нации. Отдельная благодарность Ефимову Вячеславу. Это компания «Газфон» или «Гарант Газ», у них старое название, поддерживает соревнования уже неоднократно. Также отдельное спасибо магазину ММА «Империя», который также неоднократно поддерживает Федерацию смешанных боевых единоборств. Благодарность выражаю промоутерской компании «Эра VIP», Руслану Кулебекову, генеральному продюсеру. Выражаем благодарность компании «О2О», Григорию Сергееву. Наверное, один из самых значимых вкладов в саму федерацию. Постоянная поддержка и профессиональные турниры поддерживают, и любительские. То есть, также частный дизайнер портьерных штор Наталья Жилкина. Приходите в зал заниматься в наши смешанные единоборства. Спортивный клуб «Орел», база педагогического университета 3-го корпуса, спортивный клуб «Прайд», педагогический университет.
5-й корпус, спортивный клуб «Авангард», торговый центр «7 холмов».